Так уж сложилось, что Франция у большинства людей ассоциируется с чем угодно, но только не с боевыми искусствами. Но на чемпионате мира по дзюдо, прошедшем именно в Париже, наш земляк, представитель Тюмени, мастер спорта международного класса Муса Магушков выиграл бронзовую медаль. Именно к нему мы сегодня отправимся, чтобы лично с ним побеседовать. Как только мы вошли во двор, тут же нас встретил и герой программы. Ведь титулы титулами, а кавказского гостеприимства никто не отменял. Еще раз здравствуйте, уважаемые телезрители. Вот мы сейчас и находимся в том доме, где начиналась и продолжает развиваться карьера нашего прославленного спортсмена Мусы Магушкова. Со мной сейчас за одним столом сидит личный тренер Мусы Юнус Аздоев. К сожалению, к нам не смог присоединиться второй личный тренер Исраил Кадзоев. Я передаю ему слово, он нам представит всех присутствующих, наверное. Ну, Мусу уже представлять уже нет необходимости. Теперь вот, товарищ Ивлой Аюб, тоже можно считать, и он личный тренер, мы все работали вместе. И Гедегазу Ахмед. Вот, тоже молодой перспективный тренер, в прошлом сам мастер спорта, чемпион России, призер Европы. Вот, в таком кругу вот, мы совместно работали и вышли такие прославленные борцы, если мы сейчас начнем, мы чемпион Европы Кадзоев, Рустам, мастер спорта международного класса. И вот дальше всех ушел, радость всей республики, если теперь уже можно уверенно говорить, Муса Магушков. Ну что ж, для начала я хочу, конечно, тебя поздравить, Муса, с такой триумфальным приездом. Это, конечно, очень большая заслуга, в том числе как твоя, так и твоих тренеров. Я хочу просто спросить тебя для начала, как все начиналось. Я знаю, что ты начал заниматься дзюдо с 10 лет. Начало вообще получилось интересным еще в раннем детстве, когда старший брат как раз таки побывал на пару тренировок у Юнуса Аздоева. И, можно сказать, ну не сказал бы, не выдержал, ну, так как я рос без отца, и нести такую роль, как, например, которую я сейчас несу, у него как бы не получилось бы, и пришлось ему так бы оставить это дело. Но после себя он как бы, зная, какое отношение вообще к дзюдо, и как вообще ребята, дети вообще тренируются в этом зале, и как бы он был, можно сказать, одним из тех людей, которые подтолкнул, чтобы я начал заниматься. И первый раз я помню, когда я пришел на тренировку, я вот просто, можно сказать, боялся просто подойти и сказать, вы меня возьмете или нет. Настолько строгость, настолько порядок был в зале, и до сих пор так и продолжается. Любой человек, который придет к нам в зал, в «Динамо», и увидеть, что за порядок, и что за работа ведется, и что за атмосфера в зале. И, можно сказать, это является одним из главных факторов, что спортсмен, тренер, я не знаю, общество, где нет порядка и дисциплины, там не уходят такие борцы высокого уровня. И вот так и начиналось. Все-таки я набрался смелости, подошел и Попросился, да, и меня взяли, и так и пошло. Первым делом, да, трудно было, конечно, я помню, но все равно переборол это все, и как бы что пошло дальше. Я думаю, уже тренера расскажут, как это все продолжалось. Да, то есть, получается, одним из главных факторов того, что ты стал таким спортсменом, выдающимся, это дисциплина и субординация, которые царили в зале. Тогда спросим у Юнуса, наверное, каким был Муса, когда он пришел? Помните ли вы тот день? Помните ли вы его в этом возрасте? Насчет того, что помню, конечно, помню. Из всех, вот в то время я сейчас получится так, как будто мы сейчас друг друга сидим здесь и хвалим. Вот он добился определенного результата, не то что определенного, а большого результата. И теперь все идеально было. Все было как обычно. Мы работали, вели работу, но некоторые вот из среди младшие спортсмены, которые у нас тренируются, они тоже выделяются некоторые. Муса тоже был таким же. Он выделялся из той группы. Всегда вот, я это постоянно подчеркиваю другим ребятам, вот Муса всегда чистое кимоно, всегда было. Хоть дождь, любая погода была, он все равно был на тренировке. Вот это выделял. Единственное, когда если он заболел или как по другой причине, и он это всегда предупреждал. Вот
насчет этого можно поставить пример любому сегодняшнему спортсмену, который есть. То есть дисциплина. Дисциплина, он самодисциплинированный был. Даже порой и те же тренера, вот, когда по юношам, по молодежи он выступал за сборную России, они даже говорили так, шутя, может он не ингуш вообще. Такой первый зал заходит, последний уходит. Да. Наши ребята, они везде успевают, такие шустрые все, да. И поэтому он очень серьезно подходил к этому. И с молодости, вот, когда заканчивал школу, мы один раз общались, я ему напомню, может он уже может и помнит, а может и не помнит. Он сам говорил, единственное, чем я могу сейчас заниматься борьбой, если я смогу, я постараюсь карьеру сделать на борьбе, на дзюдо. Это было где-то в классе 10. Это слова учился, да. Я говорю, давай, короче, у тебя большая возможность сейчас, тем более союз, когда был, тогда спортсмену не было такой возможности. Сейчас как сейчас. Очень много. Сейчас они сами зарабатывают деньги, они на больших шлемах, если он выигрывает там большие премиальные, по приезду премиальные, и он может сам обеспечить. И мы сегодня рады, что у нас и получилось, что он первый спортсмен среди ингушей, который добился такого огромного результата. До этого был Барчи Магомед, мы именем Барчи Магомед, у нас есть традиционный турнир, который мы проводим. И в будущем я постараюсь выйти с предложением по юношам, да, в первое время организовать турниры имени Мусы Магушева. На самом деле это очень сильный фактор развития любого вида спорта, организации. И тем более вот этот результат, она очень многих спортсменов подтолкнет. У нас есть сейчас еще молодые, по молодежи, ребята вот сейчас едут в сентябре в Бельгию, 4 спортсмена из нашей республики будут выступать. В составе сборной. Да, в составе сборной России, молодежном первенстве в Бельгии. И реально есть среди них спортсмены, которые могут тоже очень хорошо выступить, и мы на них рассчитываем. А также по юношам было первенство Европы, там у нас 3 выступали, 2 из них, один Ошегуров стал чемпионом, бронзовым призером стал Эджихиев. И потом был в Киеве уже Аюб, там участвовал в этом форуме, первенство мира было, там Ошегуров опять же с золотой медаль завоевал и занял 1-е место. И вот они тоже, вот, когда постоянно Муса приезжает, мы вместе тренируемся и общаясь с ним, делись опытом. Он очень много и сам уже ребятам показывает, типа как мастер-класс. Ну конечно, такой, позволяют. Да. Юнус Муса, с вашего позволения, я сейчас хочу побеседовать с тренерами молодыми, Аюбом и Ахмедом. Я хочу вас спросить, не предвзято, честно, какой Муса в жизни, вне зала, в обычном таком общении? Вы как бы к нему ближе, понимаете его лучше? Начнем с Аюба. Ну, Мусу я знаю с детства, с самого начала его карьеры, потому что я как раз был молодым тренером, только устроился на работу. Мой тренер Юнус, он меня устроил работать, вместе с ним мы работали. Я тренировал маленьких пацанов. И у нас было 2 группы, одна в обед я тренировал, и Юнус утром. И Муса как раз тренировался у Юнуса. С детства я его знаю как дисциплинированный, трудолюбивый и вообще отзывчивый, хороший парень Муса. А впоследствии уже, когда он начал давать результат, показывать по юношам, потом уже по молодежи, и последний результат, до того, как он уехал в Тюмень, мы уже вместе с ним, я сам тренировался в зале, и знаю, как он относится к тренировкам. И иногда, хоть мне и не хотелось, как бы, лень мне было, но все равно он мне говорит, давай поработай со мной, и я через не хочу иногда, а так-то у меня желанием работал, просто бывали такие дни, ну да, конечно, у каждого из нас бывает. И я знаю по себе, как он тренируется, как он пашет вообще, и вот этот результат конечный, и он, слава Аллаху, не конечный еще, я думаю, что там еще и будут еще дальше результаты. Вот этот труд, короче, не прошел даром. И я думаю, что дальше уже Муса порадует нас и на Олимпиаде,
Ну, и в будущем чемпионаты Европы и мира должны еще проводить. Он Сейчас еще Мусе молодой, становится- все у него впереди. Мусе Я хочу становится сейчас пожелать очень ему сложно удачи. сидеть с нами вместе, потому что мы так лестно о нем отзываемся. Ну, наверное, Ахмед сейчас дополнит. Есть повод. Есть повод, Да. несомненно. Да, сейчас, А теперь, Ахмед, вы расскажите, какой все-таки наш чемпион в жизни? Чемпион в жизни, вот, с Мусой вместе мы занимались, на самом деле, занимались, и он мой друг хороший, вот. Результат он добился, так как у него характер хороший, добивается своего, вот, что сказать, тренируется он хорошо, вот, на самом деле, очень любит он тренироваться. Вот. И вот показал вот плоды, вот это самое, тренера работали, конечно, и вот это самое, стал чемпионом наконец-то. И это самый, это там запятая, это не, там не точка. Вот. Ну, будем надеяться, ему всего лишь 23 года, Да, к этому 23 возрасту года. мало кто такого результата добивается. Конечно, вот еще впереди вот, Олимпийские игры сейчас должны быть. В Лондоне. Да, в 2012 году. Вот. И мы рассчитываем, вот, надеемся, что Муса попадет в Голландию. Ну что ж, планка взята высокая, на самом деле, на прошлых Олимпийских играх. Будем надеяться, мы будем только увеличивать Да. количество медалей. Очень неудобно будет перед боксерами. Да. Да, вот Классический перед боксер, коллегами, да. Надо Очень будет. удобно. Они тогда показали, мы сейчас пока, а потом они еще повторяют. Вот А так. потом недалеко и Вокруг до будем других ходить. видов спорта. Каждую Олимпиаду по одной медали, по две медали. Очень А можно и одновременно. одновременно. Да, Еще ничего не лучше, мешает. если Аллах даст, короче, вполне возможный результат. Ну что ж, Муса, я не могу у тебя не спросить. Я не первый раз записываю спортсменов, но мой самый любимый вопрос, на который они отвечают, это самый запомнившийся и самый сложный бой. Вот схватка какая у тебя была? На этом чемпионате мира, конечно же, все схватки они были напряженные, и, соответственно, на такой старт никто не приезжает как бы посторонний. Но из них можно выделить схватку с итальянцами. Я и говорю, всем и говорю, и рассказываю об этом итальянце. Так как та система подготовки, которая ведется сборной команды России и в Италии, это одинаково, так как у нас старший тренер итальянец Эцио Гамба. Да. И, можно сказать, физические кондиции у них у нас как бы равные. Ну, там, я думаю, логично будет, если посмотреть одна и та же программа, и все равны. Да, конечно. Все равны. И вот именно с ним мне как бы было самое трудное, потому что тут такой фактор еще, когда ты не продышавшись выходишь на схватку, как бы трудно бывает, а после этого уже как бы борьба лучше идет. И вот я вот подчеркну, итальянец стал для меня как бы самым трудным соперником на этом А чемпионате. как прошла эта схватка? Эта схватка как раз таки прошла в Golden Score, там нам еще не хватило основного времени, там еще добавочное время. Golden Score, золотое. Да, золотое время. Там или до оценки, или до наказания как бы продолжается схватка. И вот его уже наказали в этом Golden Score. И таким образом я выиграл его, у него по замечанию. Да, это действительно говорит о напряженности схватки на самом деле. Муса, вот ваш итальянский тренер Эцио Гамба, вот он наверняка ведь знал своего соотечественника итальянского, твоего соперника. Как он тебя настраивал на эту схватку? Какие советы давал? Советы Эцио Гамбы были такими, что сам спортсмен не такой техничный и такой бросковый, насколько он выносливый и физически, и такой, с таким характером волевым, что просто так он схватку не отдаст. В принципе, я это сам знал, потому что я с ним в тренировочном процессе и боролся, и знал, что за спортсмен, что он из себя представляет. Ну и его слова были такими, как он сейчас я передал, что просто так он тебе схватку не отдаст. Ну так и получилось, да? То есть такой и был соперник, Да. как его описывали. Да. Муса, тогда немножко отойдем от самой темы схваток и дзюдо. Ты много где был. Это в твоей профессии, в твоем виде спорта, если так разъезжать, это много стран можно увидеть. Где тебе больше всего понравилось? Понравилось, если честно, понравилось и нравится мне, потому что мы часто летаем в Японию, летаем в Англию, в Лондоне, например. Был такой случай, когда мы гуляли,
Мы купили билеты на матч Челси-Болтон, наверное. И мы гуляли по Лондону, и как бы раньше времени пришли до этого. Ждали, начала, пока ждали. начнется матч. И как-то встретили Абрамовича в Лондоне. Как бы в порядке вещей гулял, с охраной, конечно же. И, Вы подошли? конечно, подошли, он поинтересовался, ему тоже интересно стало, кто такие. Мы-то еще такой группой целой были. Фотографировались и познакомились, представились, кто мы, как мы. Надо же, вот видите, такие знакомства, они могут и помочь в дальнейшем, мало ли кто знает. А теперь у меня вопрос к тренерам. Это мой любимый вопрос, независимо от того, у кого я беру интервью. Какой-нибудь случай из жизни, желательно, конечно, курьезный или смешной. Кто-нибудь, кто расскажет. Курьезный. Вы, наверное, больше всего общаетесь с ним, потому что вы его знаете, как никто другой. Случаем курьезным, вот один случай. Я помню, вот когда Муса был еще маленьким, ему 10 лет было где-то примерно, когда он начал тренироваться. У нас мы тренировались вот в 10-й школе, там сейчас уже перестроили все. Там на стадионе мы играли, когда у нас было ОФП, все время, вот 2 дня в неделю играли в футбол. И как бы команда, ребята, которые тренируются вечером, они уже повзрослее все. И мы разбивались на команды и играли в футбол. И Юнус обязательно говорил, вот Муса, короче, он за мою команду, короче, пускай он играет, короче. И все время он путался под ногами, еще Юнус его там все время подбадривал, Муса молодец, этот вообще, короче, начинал еще там больше ногами и толкается, маленький он, и все говорят, уберите его, он нам уже надоел, а Юнус говорит, ничего, Муса, иди давай играй, короче, замолчите, короче, оставьте его в покое, а этот этим пользуется, и все время, короче, как бы путался под ногами, не давал играть в футбол. Вот такой случай. Несмотря на достигнутые успехи, не забывают о людях, их поддерживавших ни тренер, ни сам Муса. Ну и, конечно, вот когда мы выезжаем на соревнования, всяческое внимание уделяется, ездим на соревнования, в принципе, вот и по молодежи, и по юношам. У нас вот мы озвучивали, что ребята должны выступить, и выступили, дали определенный результат. И вот в данный момент, как по приезду в Мусу, когда мы встречали Мусу в аэропорту Минеральных вод, большое внимание уделялось и министром спорта, и президентом федерации у нас Гелисану Абубакар, и правительством уже, насколько я в курсе, сделано, передано письмо, там Мусе должны дать премиальные в размере 150 тысяч и машин приора. И сказали, что нас тоже тренируют, не берите. Вот это тоже очень благодарны. Это вот очень такие приятно, результаты. конечно, очень приятно. Глава республики нашей Юнусбек Юхуру и правительство уделяет внимание. Хоть малейшее внимание, но уделяемое твоей родине, это очень приятно. Да, это все нужно приветствовать. Тем более спортсмены у нас, таких как Мугушков Муса, Манкиев Назир и Рахим Шакиев, очень мало, и мы должны их оберегать и поддерживать всячески. Кстати, у Рахима Чакиева скоро бой. Да, и там ему тоже обязательно пожелаем ему успехов. Рахим тоже поднимает авторитет нашей республики. Конечно. Мы узнаем, нас узнают, и мы узнаваем уже за пределами, не то что в нашей стране, вообще России, и за пределами, на границе Муса. И представители Европы все подходили, поздравляли, когда он стал бронзовым призером. Я сам находился в тот момент в Париже, поддерживали Мусу как могли. И президент федерации был со мной, федерации дзюдо, Гелисан Абубакар, и я поддерживаю очень сильно Мусу. Мне тоже, конечно, хотелось бы выразить знак благодарности не только тренерам и родным, и близким, но и всем нашим жителям нашей республики. Многие люди просили как раз в месяц Рамадан в маленьких, больших мечетях, делали дуа за меня, чтобы я, конечно же, выиграл. Но всех не смогу, конечно, пофамильно или поименно там перечислить. Не хочется кого-то ущемить, там, не упомянув. Хочу в общем сказать, я надеюсь, что я оправдал надежду. И в первую очередь хвала Всевышнему, что он нам дал такую возможность собраться сегодня здесь.
И один очень важный и интересный фактор, просто многие могут и не понять, это в зале, в который помещается 15 тысяч человек, который забит до отказа, помимо там судей и обслуживающего персонала, слышит в этом зале голос своего наставника и голос родного языка. Это стоит многое этого стоит. Это реально посторонний человек может этого не понять. Но я лично своим тренерам благодарен, что именно в трудные моменты, там, где, вот Юнус рассказывал, со стороны, как говорится, лучше видно, там, где можно было подсказать и надо было, я думаю, лучше личных тренеров, это никто не заметит, потому что они вырастили вот с такого, можно сказать, возраста. И они знают, где слабинка, где минусы, где плюсы. И я всем благодарен, да, я слышу. Я от лица всех жителей, кто болел за тебя, кто не болел, кто только что узнал, выражаю тебе огромную благодарность. Ты на самом деле очень сильно порадовал всех. И очень лестно слышать, как люди совсем далекие не только от дзюдо, но и от спорта начинают интересоваться и говорят, что наш соотечественник все-таки в Париже выиграл бронзовую медаль. Это очень похвально, и это очень лестно слышать. Спасибо тебе большое. После гостеприимного застолья мы попросили Мусу провести нас в его импровизированный зал славы. Друзья, я сейчас держу в руках не что иное, как ту самую бронзовую медаль чемпионата мира по дзюдо, который прошел в Париже, в столице Франции. Но помимо этой медали у Мусы Мугушкова огромное количество других регалий и кубков, о которых он сейчас и расскажет, я думаю. Муса, тебе слово, пожалуйста, начинай с какого угодно, тут их очень много. Расскажи нам, что это за награды, где они получены? Давайте начнем с начала моей карьеры. Это было для меня вообще, я не знаю, наверное, самым таким подарком в жизни. Я первый раз поехал, можно сказать, за пределы нашей республики, в Анапу, и по воле Всевышнего стал победителем первенства среди школьников. Это было в 2001 году. Это одна из первых больших наград твоих? Можно сказать, не одна, а самая первая награда. Самая первая награда в моей такой маленькой карьере юношеской. И, в принципе, каждый кубок преследует за собой какую-то там память, историю, да, историю. И как бы все тоже перечисляют, вот какая красавица, не знаю, в исламе это не приветствуется, но я их стараюсь как бы... Ну, это, по-моему, Ника, символ победы, насколько я знаю. Это первая летняя спартакиада, учащаяся России. Тоже такой возраст очень приятный, тем более сейчас что-то в последнее время не только в России, но и за пределами как бы не дарят такие кубки, а большинство вот такие, как ты сам медали, показал, да, такие медали. И вот сказать, держу, можно сказать, пока на сегодняшний день в левой руке начало, а в правой пока не скажу. Это многоточие. Да, многоточие моей карьеры. Так, в принципе, я, как сказал, каждый кубок, каждая все это медаль запоминаешь, потому что где-то как бы вот чемпионат, первенство России по дзюдо среди юношей. Это было... Это Магнитогорск, Магнитогорск, да? Оригинальный. Постамент такой даже, а не кубок. Очень красивый. Вот очень интересно, вот что это такое? Это как бы два борца. Это международный турнир. Я читаю турнир, тут, да, в Твери. Да, вот как раз таки есть такие правила в отборе на чемпионат Европы или мира. Сначала ты борешься на первенстве России, потом уже на международном турнире. Вот после этого получилось, вот в следующий международный турнир я выиграл его в Твери. И тоже дали мне вот такой интересный... А вот эти вот большие кубки? А вот эти большие кубки можно даже прочитать. Первое место на первенстве России среди юниоров до 23 лет. Это было практически недавно, 2003 года. В 2008 году, 3 года назад. Да. Это тот срок, когда как раз я переехал в Тюмень, да? И вот нет, я вру сейчас. Это было у нас, я еще за нашу республику выступал. За нашу республику, да? Это еще наша, как сказать. Муса, тут много наград, у нас время ограничено, к сожалению, большому. Меня очень интересует
По Владимир внешнему виду я узнаю в этом человеке, этом спортсмене Владимира Владимировича Путина. Это тоже, как я понимаю, награда. Да, это... И где он получен? Это, я вам сейчас скажу, это я так техникой не блистаю, но мне, я не знаю, на каком-то соревновании у меня такой удачный день получился. И мне как бы приз за лучшую технику его. Красивый бросок, наверное. Да, ну, может быть, да, был красивый бросок в этот день. И мне его подарили на международном турнире в Дагестане, я помню. Также мы не могли не поговорить с человеком, которому мы обязаны таким чемпионом, а именно с матерью Мусы Лизой. 8 еще не было, он первый раз захотел на тренировку. Я в это время, конечно, не согласилась, побоялась, тогда не понимала, что такое спорт, что такое все это. И после этого он сам купил, кто-то или ему подарил, или я не знаю откуда, дали кимоно. И он пешком стал ходить туда на тренировку дзюдо. И я в то время, как раз я их воспитывала без отца, конечно, поэтому боялась. И все время подтверждала, что они должны были как будто у меня сидеть рядом возле меня. Хотелось поближе к себе. Поближе держать, к себе. Но все-таки это, наверное, скорее всего, судьба. Ему захотелось туда обязательно на тренировку ходить. Он любил спорт, смотреть спорт. И все время ходил на тренировку. А сейчас же у вас мнение, наверное, изменилось, да? Ой, Сейчас он конечно, стал таким изменилось. прославленным спортсменом. Мнение, конечно, изменилось в хорошую сторону, конечно, и я горжусь этим. Но тогда я не понимала и не знала, что до такой степени он поднимется, что он будет титулом спорта. Но с чего он хотел, он добивается. Добивается, и мы будем надеяться, и И, переживать за него. и переживаем, надеемся за него, что он принесет пользу не только для нашей семьи, для Ингушетии, для России. И я этим как мать горжусь. Мы от всего сердца поздравляем Мусу с его победами и ждем от него новых свершений и завоеваний.